Руслана Нурдинова доставили в Лаишево ровно в 11 из СИЗО Чистополя, где он находился в последние месяцы. Атака начала откладывалась. Журналистам, а их здесь было немало, пришлось подождать около 15 минут. Тем временем гонщик, так его прозвали в народе, с возмущением рассказывал свою историю адвокату, дежурному. Своего у него не было. В декабре 16-го в прошлом сотрудник полиции, ныне предприниматель, устроил гонки на своем авто внутри Казанского аэропорта. В результате повредил имущество на 3 миллиона рублей. Против него возбудили сразу 2 уголовных дела за применение насилия в отношении представителя власти и умышленное уничтожение чужого имущества. Это была неожиданность для нас, для всех родственников. Он прошел судебно-психиатрическую экспертизу. В итоге решили, что Нурдинов нуждается в лечении в условиях психиатрического стационара, а уголовное дело направили в Лаишевский районный суд. Это полная неожиданность, на самом деле, что меня признали невменяемым. Я бы предпочел исход выйти на свободу и разбираться вот уже непосредственно в гражданско-правовом порядке с тем же самым аэропортом Казанским. Потому что даже когда я туда проехал, я говорю, не хотел я туда заезжать, сделал это вынужденно, так как поскольку меня преследовали вот эти вооруженные люди. Срок его нахождения под стражей истекает 22 июня. Расследование дела еще не завершено. Срок содержания под стражей должен быть продлен по основаниям ранее учитываемым судами при избрании и дальнейших продлений срока содержания под стражей, так как данные обстоятельства не изменились. В итоге суд решил продлить арест до 5 сентября. Гонщик остается под стражей еще на 3 месяца. Очередное слушание дела запланировано на 28 июня. Лисан Сабирова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Лаишевский район.